давлением его накачали. Вы вспомните, как все средства массовой информации и тогда, и сейчас продолжают найти на алкоголь и наркотики. И никто не говорит то, что найдены были сильно действующие снотворные. Снотворное, да. И подбросили, камер видео нету в баре. Фотку он поминал друга Миша, ночью не спал, а у него нашли алкоголь, понятное дело, пил водку. Туда подбросили кокаин и сильно действующие снотворные. 3 минуты отсутствуют записи, когда Миша из бара едет возле дома своего. За эти 3 минуты в машину сел подставной человек. И кто захочет, ну, я Ильману Пашаеву это передал, это будет защита, которая разобьются все доводы лжесвидетелей, ибо Джанжеров или как их там, да, как он? Жанжабир. Вы помните, как он на первых программах, и пусть говорят, и у Скобеева говорил, несколько человек сидело в машине, и Мишу доставали из заднего сиденья, говорил он, и показания следователю дал, а потом на суде уже свидетельствовал, Добровинский его уговорил и будет привлечен по статье, потому что на телевидении и следователю говорил одно, несколько человек в машине, Миша с заднего сидения, а потом изменил показания, снимаю очки. Мне не стыдно смотреть и говорить, и я горжусь тем, что изначально делал все, чтобы донести до Миши Ефремова и до Пашаева Ильмана, великого адвоката, чтобы о нем не говорили, донести информацию, что Миша невиновен, чтобы Миша отказался от признания. И я горд тем, что я первый стал на защиту, не выпив ни рюмки с Мишей никогда, и зная его как гениального артиста, потому что изначально увидел все это и оккультные методы применял, считал, а потом мне подтвердили и силовики, волки, львы, я их разделяю, силовики, шакалы, силовики, волки, силовики, львы, силовики, которые смотрят за зоопарком. Я утверждал и утверждаю, это ДТП было искусственное. И подстава, больше 20 человек работали, ребята, которые переворачивали машину Сергея Захарова. Вдумайтесь, чего делать нельзя, чем нанесли ему дополнительные увечья. Никто из них не снял на телефон, на камеру, где бы Миша выходил из машины. И главное, еще раз, площадь утыкана камерами. Утыкана, куда деваются деньги налогоплательщиков, на которые всю Москву натыкали камерами, а здесь нету ни одной камеры, кроме той, которую вчера специально дал Добровинский. Видео левое, фейковое, но бросили на всю страну, на весь мир, а потом вам прикажут молчать. Молчать и не говорить о том, что оно фейковое. Там видно компьютерное наложение. Его нету. Его реально нету. Другой человек, а мне подходила девчонка сразу через несколько дней и говорила, я была там и сняла, другой человек выходил в короткой майке, у меня лбы здоровые, говорит, которые забрали телефон, вытерли и сказали, хочешь жить, молчи. И я клянусь вам, матерью, сердцем, детьми, что я знаю и видел это сам, и то, что сейчас происходит травля. Так Владислава Галкина затравили с вашей, между прочим, помощью. Вы хотите добиться, чтобы у Мишки инфаркт, инсульт был. Мне звонили и угрожают, никогда такого количества ботов не было в интернете. То, что на меня атака, ты следующий. Бабки предлагали 5 миллионов, переведи это все в дурку. Не переведу. И я глубоко убежден, Миша будет оправдан. И позор будет и Соловьеву, и Скобеевой,
и Добровинскому, который за копейку давится с дочкой своей, судился. И липовый диплом в 92 году экстерном в России, а в Америке университет Пейса пробили, повторяю, ситуацию. Не было его там. Не было. Кто виноват-то? А кто человека убил? Еще раз говорю, те, кто сидели за рулем, и те, кто выворачивали, это позже узнают. Наша задача защитить невиновного Ефремова, великого артиста. А ваша задача как провокатора найти преступника. Найти преступника к следователю. Вопрос, почему следователь не запросил камеры наблюдения? 40 камер на площади вы видели. Авария идет, а дальше вырезаны. Вырезано все, переворачиваются машины. И дальше полминуты больше вырезано. А потом опять продолжается, и Миша сидит на бровке, в очках. Вы вдумайтесь, если бы он сидел за рулем, подушка безопасности носы ломает. Царапины оставляет, очки бы были вдребезги, он не соображал, где он находится, и ему потом показывают и говорят: это ты сделал, это ты. Вы где-нибудь видели, чтобы кто-нибудь из чиновников, из мажоров так каялся, как он поверил сначала? И, естественно, если все говорят, главные свидетели, которые запечатлены, мне женщина прислала камеру, здесь у вас под судом ходили под судом, и вот они, красавцы, посмотрите. И никто их не допрашивал, следователь. Он первый, кто был возле машины, и видео есть, и у меня оно, и у Пашаева есть, когда заглядывает в машину, и ребята с масками. Сейчас, подержите вот эту, чтобы оно записано. Вот оно, вот они, два красавца, вот. Смотрите, вот они, возле машины, и вот они, и под судом. И никто, следователь, не допрашивал ничего. Отойди. Миша наш не виноват, не сидел он за рулем. Серп и молот всем тем зад, кто устроил сей дурдом. Свободу Мише Ефремову, гениальному артисту, Грабову. Довести хотите человека? Он же еле идет. Ясно, что происходит? Вот оно, что происходит. Когда давление на Пашаева идет, пусть Миша признается, я не условно дадим. Это беспредел, который, я убежден, суд не пойдет на беспредел, потому что Пашаеву переданы видео. Посмотрите, здесь плохое качество. Но это же видно, нога казахелская, мишка в джинсах. У меня видео, кто захочет, телефон оставили, я пришлю. И эти же ребята в белом, вот он, мужчина в белой майке, который под судом в прошлый раз ходил. И это, вот они общаются. Когда будет Паша, Вот они. снимаем. Ну, оно есть. И вот его ноги, он первый, кто залезал в машину. Это все. Вот парень стоит в казаках рядом с Мишей. Да.
Сюда, справа, пожалуйста. Его адвокату пошла. На меня Идет. А вот посмотрите, здесь на видео это видно. Момент, это на Садовое кольцо выезжает машина. Вот рука в белой перчатке и белая без пиджака. На видео это хорошо видно. Всегда запечатывали это все. Вот, оказывается, запечатывали это место в РЕН-ТВшники не запечатали рука белая без пиджака. А Мишка в пиджаке. И это все. Вот оно. Привлекает, так что естественно. Белая рука. А на видео это видно замечательно. И все это я на телевидении присылал. Вот эта двоица возле суда. Вот она. А вот они стоят. Уже полиция приехала. И ни следователь, ни суды их не вызывают для дачи показаний. Вот ведь в чем штука. Вот они, вот и роются в машине Захарова, стоят и на видео, потом видно, как они руки потирают. Идет беспредел.